Всем привет! Сейчас, подожди. Я замерзла. Это передача «Отдыхаем в Коми», куда только не заезжала наша съемочная группа этим летом. Но думаем, настало время культурно обогатиться в столице Республики Коми. Предлагаю пройтись по исторической части города, заглянуть в музей, чтобы глубже погрузиться в историю региона. Улица Кирова. До революции была главной парадной улицей Усть-Сысольска. В конце 19 века по проекту вологодского архитектора Федорова здесь появилось здание духовного училища. После революции, естественно, его не стало, а сегодня это Национальная галерея. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать в Национальную галерею. Мы можем вам предложить постоянную экскурсию на втором этаже галереи. Вот, пожалуййста, вам аудиогид. А я разберусь, как тут? Конечно, очень просто. Вы нажимаете сюда, он запускается, набираете номер картины И он будет рассказывать, конечно, да? Конечно. О картине. Спасибо. Первым делом загляните в зал западноевропейского искусства. Во-первых, для того, чтобы насладиться голландской, фламандской, итальянской, французской живописью. А во-вторых, чтобы ощутить на себе мощнейшую акустику купольного зала. Интересно, что во времена духовного училища здесь располагалась домовая церковь. Сегодня это незаменимая площадка для камерных концертов. Вот это да! Шикарные люстры. Переходим к русскому искусству. Так, стоп! Что делает эта мадам среди царских портретов? Это настоящая жемчужина Национальной галереи Республики Коми. Чего только не предлагала Третьяковская галерея за эту работу. Казалось бы, золотошвейка. Что в ней интересного, надо послушать. Набираем номер 11. Не забывайте набирать номер зала. А золотошвейка – это цена тем, что в Третьяковке висит работа, выполненная на год позже, чем наша. Вот и кусают локти третьяковцы, что досталась картина Тропинина какому-то Сыктывкару, а не им. Ну да ладно. Мне вот больше по душе сей лирический пейзаж Петра Петровичева. Да, это пейзаж. Чтобы его разглядеть, нужно отойти от картины аж за несколько метров. И та-дам! Представляете, сколько раз надо было туда-обратно сбегать, чтобы написать вот этот шедевр. Зал передвижников удивляет громкими именами: Шишкин, Саврасов, Левитан, Куинджи. Обстановка, надо сказать, не хуже, чем в Эрмитаже. Но пора топать дальше, на улицу Троицкую, ныне коммунистическую. Прямо по курсу этнографический отдел Национального музея Коми. Туда и заглянем. Экспозиция «Олис Гозья», по-русски «Жила-была пара», зовет вместе с ней прожить жизнь коми-человека от рождения до самой смерти, не упуская из виду ни одной мелочи. Любовная игра или выбор пары, свадьба, семейный быт пары, рождение малыша. Посмотрите. Вот оно, счастливое детство, деревянные игрушки. Да что уж там, даже баня представлена. И, конечно же, промысел. Давайте заглянем в домик охотника. Здесь есть абсолютно все для длительного проживания. Смотрите, сколько шкур. Лиса. Белка. Ну и другие. Гринпису, думаю, не понравилось бы. А вот эта штука называется пусвятцы. Это коми-промысловый календарь охотника. Это надсечки, по которым охотник определял время. А буковки означают праздники. Хотите заглянуть на несколько тысячелетий назад? Так это вам в отдел истории надо. Там хранится то, что удивляет, поражает. Конечно, вы слышали про древнюю лыжу. Это она? Да, это та самая лыжа. Она лежит ходовой частью вверх. Точнее, это фрагмент небольшой. 8000 лет. Вдумайтесь, это немыслимо много. Фрагменты лыжи сохранились благодаря консервации в толщине Висского торфяника, что в Кнешпогосском районе. А там кто жил много-много лет назад? Правильно, Ирков. Охотник, который обладал чудесными скоростными лыжами. Он мог догнать любого зверя. Так вот оно что. Ну, в общем, вы поняли, к чему я.
Дерево сказала: «Ирка, сруби меня и сделай себе одну лыжину. А не срубишь, так приставь щепку на старое место». Ирка и срубил. Это, кстати, мультфильм, который создали работники Нацмузея после такой громкой находки. Интересная работа, правда? Стоит посмотреть. С распростертыми объятиями нас встречает музей геологии имени Чернова. Для справки, это первооткрыватель Печорского угольного бассейна, а мы попадаем аккурат к экскурсии. Куда же пойти? В какой зал? Здесь их аж 7 штук. Думаю, начнем с полезных ископаемых. Как же все-таки богата наша республика. А где у нас алмазики? Оп. Ага. Усть-Кулом. Ну, в принципе, недалеко. Смотрите, какая прикольная штука здесь есть. Хотите стать нефтяным магнатом? Включаем кнопочку. Вам сюда. Или на север республики. Видите, как все легко и понятно? Думаю, разберутся даже дети. Что у нас тут еще интересненького? Алмазы. Каких только камней нет. Это не чьи-то волосы. Это камень. Базальтовое супертонкое волокно. Плавно перемещаемся к останкам древних животных. Мамонты, пещерные львы и даже динозавр. Впечатляет. А это кто у нас тут страшненький? Череп большого пещерного медведя. Смотри, какие у него клыки. Ой, мы явно отбились от экскурсии. Где же он, тот самый скелет настоящего динозавра? Ну ладно, придете и найдете его сами. Айда в следующий музей, на улицу Покровскую или Орджоникидзе. А в этом доме когда-то жила и промышляла самая богатая и влиятельная семья Усть-Сысольска. Узнаете? Дом Сухановых. Его, конечно, сильно отреставрировали, но внутри, говорят, остался кусочек прошлого. Правда, маленький, но посмотреть любопытно. Еще бы! Дом купца Григория Суханова – это еще и литературный музей имени Куратова. В зале финно-угорских народов вам расскажут, как сформировался коми-язык и поведают некоторые коми-легенды. Если вам скучно, попросите аудиогид со сказками и развлекайтесь. Кстати, вот и маленькое окно в прошлое. У нас в городе практически не осталось таких объектов уже, да, с такой кирпичной кладкой. Ну, по республике где-то можно еще найти, например, здание там Нюрчинского завода, вот тоже с такими кирпичами 18 века. Второй зал расскажет о возникновении письменности. А вот и, собственно, зал самого коми-поэта. Здесь собрано все, что касается жизни и творчества писателя. Из личной библиотеки Ивана Алексеевича Куратова сохранилось всего лишь 5 книг. 3 из них представлены здесь. С ними работал сам основоположник коми-литературы. Здесь все пропитано духом 19 столетия. Итак, посмотрим, что дальше. Есть тут интерактивная зона и для детишек. Ну как им еще рассказать об истории литературы? Конечно, через игры и сказки. А это кукольный театр. Привет. Для тех, кто ищет уединенное местечко для работы, пожалуйста, бук-кафе. Приятная домашняя обстановка располагает к продуктивной работе. Да, кстати, что немаловажно, здесь есть Wi-Fi. Условия продолжают удивлять. Ну что ж, вот вам несколько интересных вариантов проведения досуга. Нет, конечно, в Сыктывкаре еще много музеев. Это только малая часть из того, что можно посмотреть. Куда идти, выбирать вам. На этом наша познавательная прогулка по исторической части города завершилась. Если вы все еще не знаете, чем себя занять в свободное время, то добро пожаловать в музей Сыктывкара. Кстати,
Кстати, отдыхаем в Коми.